Значит, мы с вами разговаривали в прошлый раз, что делает на самом деле, в чем заключается работа риэлтора, что он делает на самом деле. Здесь я могу повторить эту формулировку, то есть что делает риэлтор? Он вступает в отношения с собственником для того, чтобы, то есть с продавцом недвижимости, для того, чтобы подготовить его к сделке, создать такие условия, чтобы подготовить к сделке. Это очень сложно. Это мастерство, которое нужно развивать. Но это интересно тем, что ты развиваешь это мастерство, развивая свою личность, то есть развивая себя как человека, ибо если ты хочешь подняться на какой-то уровень, более серьезный, скажем так, без этого ты не сможешь. Опять же, смотря куда ты идешь, тут тоже вопрос. Так вот, значит, вкратце об инструментах, то есть как это происходит. Что делаем сначала? Сначала мы ищем собственника. То есть первое, что мы делаем, это... Вот я тут записала, так интересно. Устанавливаем. Да, тут очень важно подбирать слова, потому что есть такие слова, там, допустим, заслужить доверие. Ну, в смысле заслужить? Ну, нет. Заслужить — это само слово такое собачье такое, да. Заслуживать. Ну, это можно заслужить, это надо служить, да, кому-то. Либо с какой-то большой буквы служение. Так вот, устанавливать доверие. То есть первый пункт — установить доверие. Ну, то есть доверие вы устанавливаете, начиная со звонка и заканчивая тем, что вы приезжаете навстречу, хотела сказать на стрелку, навстречу, и собственник может вести себя неадекватно. Так вот, я вам советую, если собственник опаздывает, вы просто посылаете его нахуй. Ну, то есть он не нужен вам такой. То есть вы с ним дальше не продвинетесь. Если он ведет себя неадекватно, и вообще, если он ставит вас на второе место, вот у меня недавно был случай, я поехала смотреть квартиру, договорилась с ним, перезвонились, созвонились, все хорошо, приезжаю туда, а я перепутала сегмент. То есть я думала, что там новостройка, а там оказался какой-то задрипанский, вторичный, конченый дом, за который этот собственник хотел какую-то, сука, цену вообще, очень большую. И я ему звоню, он трубки не берет. Время, я должна уже зайти. А у него был показ. И он не берет трубки, и я понимаю, что это полное говно, которое мне вообще не интересно. Я просто беру, даже если бы это не было говно, я просто взяла бы и уехала. Собственно, я так и сделала. И он мне потом уже вдогоночку звонит, такой: ой, вы если еще здесь, там слышал, он там прощается. Я думаю, блин, чувак, иди нахуй вообще, вот просто. Даже если это был бы очень классный объект, иди, со своими клиентами, там цена такая завышенная, но даже не важно. В общем, естественно, я ему сказала, что мне это неинтересно и так далее. Вот этот элемент доверия, он важен. Потому что если вы прогнетесь, вы проиграли. То есть все, он вам никогда не поверит, он никогда не воспримет вас в том ключе, что вы вообще можете что-то транслировать ему. Это очень важно. Это вот прям такой ключевой момент. Далее. Фильтр. То есть вы приезжаете на встречу, вы, значит, общаетесь с собственником, и вы должны его отфильтровать. Естественно, вопросами, я думаю, вы все не вчера родились, понимаете, как это делать. Если вы продажники, хорошо продаете, вы понимаете, о чем я говорю. Какой фильтр? Мотивация. Мотивация, вообще, замотивирован ли человек к продаже? Очень часто, и, кстати, нужно не бояться спрашивать, почему продаете, и прямо углубляться в это вопросами, объяснять ему, что вот послушайте, такая ситуация, я там, допустим, привожу клиента, и вы потом просто выясняете, что вы решаете эту задачу вообще другим способом, и получается, что вы подставляете там меня, человека, еще человека. И когда вы объясняете, если перед вами нормальный, адекватный взрослый человек, он понимает, зачем вам это нужно знать, и он вам объясняет это. Если он начинает скрывать эту информацию, это тоже все. Это говорит о том, что он просто не замотивирован продавать и не хочет даже об этом говорить. Это тоже будет сложно, и не нужно с ним иметь никакого дела. Еще первый фильтр – это инвестора и флипперы. Инвестора и флипперы – это такая история, куда можно не ехать навстречу. То есть, если у вас, вы ему тоже не нужны, но если у вас будет какой-то клиент, которому нужно для массовочки показать квартиру, вы можете это сделать. Может быть, и выстрелит с ним какая-то сделка. Но это чисто так же, то есть такое же отношение, как его к вам, в принципе. Бывает, что там какой-то неплохой человек, вы с ним там закорешились, грубо говоря, да, и он там говорит: давай, продавай, дает вам ключи, типа не заморачивайся, но это чисто уже отношения такие более близкие. Вот, и значит так, выявляем что на втором пункте? Выявляем мотивацию. И второй важный момент – это финансовый люфт. Если человек хочет за свою квартиру в 2 раза больше, чем она стоит, в 2, в 3, 4, 5 и там 11, 12, он тоже не подходит. То есть это не замотивированный человек. Вы не совершите сделку, не тратьте время. Люфт должен быть 30%, не больше. Если больше, это все. То есть вы не сможете потом его окунуть в реальность. То есть вы понимаете, да, финансовый вот этот люфт – это завышенная стоимость ценовая рынка. Вот, это вот такие вот моменты, значит, вы отфильтровали, и потом следующий момент, значит, это договор либо договоренность. То есть вы вот его отфильтровали, он вам подходит, у вас с ним установилось доверие, теперь вам нужно с ним как-то договариваться, чтобы вы, работали на него. Это может быть договор эксклюзив, либо просто договоренность. Для меня она актуальна, то есть я не боюсь договариваться с людьми, вот так вот. Меня не пугает, что меня кинут, потому что это было уже, я поняла причину.
И это было давно, как бы. И меня не пугает такая тема. То есть взрослый человек, если вы видите, что он ну, более-менее адекватный, он будет держать слово. Просто потому, что он понимает, что ему потом с этим как-то жить. Вот. И по поведению можно, в принципе, вычислить конечный результат. Но единственное, тут такой момент, что, наверное, как бы, если это ниша такая эконом-класса, да, там, ну, ниже 100 тысяч, там бывают такие люди, они немножко неадекватны. С ними, конечно, нужно подписать договор хотя бы на задатки. То есть тут, опять же, зависит от ниши. Если ниша более-не-менее такая повыше, бизнес-класс или какой-то там люкс, то обычно, как правило, там люди более, ну, совестливые, что ли. Не знаю, как назвать, не скажу, что там я не делю хорошее и плохое, просто там вполне можно договариваться и потом. В общем, это дело личное, давайте так. Тут как бы дело личное, личного развития, скажем так. То есть уровень человека. Вы уже сами смотрите, нужен вам договор или нужна договоренность, и вы готовы работать на договоренности. И как бы вот, когда мы все это сделали, что-то до хрена получается. Уже доскажу. Значит, когда все это, значит, сделано, отфильтровано, выбрано, заключен договор, и вот тогда-то и начинается работа. Ну, работа какая? Окунуть собственника вот в эту вот среду, да, среду реальности рынка. А вот это я сделаю в следующем видео. Этот момент мы в следующем видео проговорим, потому что, да,